Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто потерял покой из-за вас? Кто это человек? И загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте. Песочек все покажет сам. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие, обязательно найдет. Так, давайте же посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, звезда! Ничего себе! Вы звезда! Для кого-то вы звезда, для мужчины вы звезда. Красавица, умница, независимая, самостоятельная, как кровь и плоть, да? Кровь с молоком, как там правильно говорят, сейчас наговорю вам на эмоциях. Вы такая желанная, вы такая хорошенькая. Даже ваши враги про вас ничего плохого не могут сказать. Но вы действительно красивый человек, светлый человек, приятный человек, харизматичный человек. Звезда, вы звезда. Кто потерял покой? Да все, кто вас знают, все из-за вас покой теряют. Но потому что вы будоражите людей, сознание людей, да? Какая милая, какая сильная, какая независимая, все у нее получается, талантливая, да, успешная. Кстати, очень много зависти идет в вашу сторону. Вам очень многие завидуют. Кто-то завидует по-доброму, ну а кто-то с желчью завидует. Но вам нельзя не завидовать. Действительно очень интересный, красивый, привлекательный человек. И где бы вы ни появлялись, неважно, что это за местность, что там за люди, всегда все на вас смотрят. Кто-то открыто смотрит, кто-то искося поглядывает, но привлекаете. Также звезда говорит, что вы одаренный человек. У вас есть какие-то способности, либо какой-то конкретный талант, дар. И вы этот дар в себе несете, вы его культивируете и развиваете. Но вот действительно отличаетесь от тех, кто вас окружает. Смотрите, вот сразу показывают мужчину. Мужчина, сразу говорю, старше вас по возрасту. Мужчина, ну, такую хорошую жизненную позицию занимает, такую добротную. На кресле сидит. Возможно, это какой-то начальник, чиновник, управитель, директор. Непростой он человек. На кресле сидит. За ним ну, семья, я так понимаю, да, он не свободный человек. У него там жена, дети, может, даже уже внуки есть. Много-много паразитов за его спиной. И все они с него, как с этой дойной коровы, тянут, да, потянут, и никак наесться не могут, да, все больше и больше давай. Этот мужчина в свое время как будто бы смирился с тем, что он добытчик, защитник, но как бы любви у него нет, да, не было и нет. То есть он уже этой любви не ждал, не надеялся, может, даже уже не верил, разочаровался в этой любви. То есть, ну, осознание того, что людям только деньги давай, да. Вот за деньги они тебя будут называть хорошим, уважительно к тебе относиться, там, с почестями, с респектом, как говорится, да. Но вот если денег нет, то ты никому не нужен. Паразитов очень много за ним, очень много прихлебателей. Опять же, семья как паразиты у него идет. То есть они ему любви не дают, только вот деньги с него берут. И вот так бы и жил бы этот мужчина. Кстати, у него характер очень плохой стал из-за этого. Да? Ну, разочарованный человек, понятно, что характер у него плохой будет. И тут он встретил вас. Звездочка зажглась на его небосклоне жизни. И он такой, ничего себе, да, вот эта женщина, вот эта красавица. Он вас как-то изучал долго, там справки наводил. Может быть, он несколько раз видел, как вы с другими людьми общаетесь, слышал, о чем вы общаетесь. И он прям, знаете, прозрел. Говорит, вокруг одни сволочи и паразиты, а тут вот настоящая девушка, настоящая женщина. Умная, красивая, с добрым сердцем. Прям, знаете, как будто бы в самое сердечко ему попали.
Возможно, вы очень похожи на его маму, либо на бабушку. Не обязательно внешне похожи, да, может быть, по характеру похожи, по мудрости своей похожи, по отношению к людям похожи, по доброте похожи. И он такой, блин, ну надо же, это мне Боженька послал, да? Послал мне за мои мучения такую прекрасную женщину. У кого-то, кстати, отыграется, что вы с этим мужчиной в отношениях, ну, в любовных отношениях, в тайных отношениях, в треугольных отношениях, да, у кого-то отыграется. У кого-то отыграется, что вы ни сном, ни духом, что этот мужчина к вам, значит, испытывает такие светлые и добрые чувства. Но в любом случае этот мужчина, он прям крепко так задумался о том, что вот, а что меня ждет дальше, да? Ну, пока у меня силы есть, там я зарабатываю, обеспечиваю, семья меня терпит, да? А вдруг вот со мной что случится, да? А нужен ли я буду им без денег, да? А стоит ли мне вообще с ними жить и отказывать себе в счастье? Если вы встречаетесь с женатым мужчиной, семейным женатым мужчиной, то, скорее всего, он уже прям, ну, практически, можно сказать, на 95% решился свою жизнь именно с вами соединить. Если вы просто знакомы с таким мужчиной, ну, приблизительно понимаете, о ком я говорю, ну, потому что там по глазам все видно, то мужчина на 95% уже решил, ну, к вам подкатить, да. И, опять же, он видит в вас свое спасение, он видит в вас свою жизнь, свое будущее. Смысл жизни видит в вас, понимаете? Вот он всю жизнь был несчастный, а тут в какой-то веке появился шанс стать счастливым. Он, девочки, от вас не отстанет, он вас не отпустит. То есть он будет вас добиваться, и еще раз говорю, 5% осталось до того момента, когда он сделает этот решающий шаг. Но мне идет, что он решил вот прям всем рискнуть и ради счастья вот готов пойти на все. Вот хватит там жить такой тусклой жизнью, безрадостной, без любви, без тепла. Хочу пожить как люди, хочу пожить в любви. Вот такое у него решение. И ему очень хочется над вашей головой, да, вот звезду защитить зонтиком. Но зонтик тут такой, знаете, достаточно мощный. И еще этот зонтик немного похож на гриб. Возможно, мужчина хочет вам сделать дорогой подарок. Допустим, недвижимое имущество подарить, да, квартиру, например, вам подарить, а может быть еще что-то, дом подарить. И у кого-то еще отыграется, что вот деньги, да, как гарантия его любви, он хочет дать вам много денег и, опять же, обеспечить вас своей защитой. Не могу сказать, почему он так решил, почему ему хочется это сделать. Может быть, да, он хочет вас подкупить. То есть, смотри, какой я надежный, я квартиру тебе подарю, да, либо денег дам. Но, может быть, какие-то другие вещи. Я не могу, это общая отсыпка, не могу вам конкретно сказать, в чем смысл. А мужчина, который будет действовать, даже если вы еще не общаетесь, близко не общаетесь, да, между вами еще ничего нет, но мужчина будет действовать. Если вы уже вместе, у вас уже давно все случилось, то мужчина будет действовать именно в направлении того, чтобы быть именно с вами. Вы не даете ему покоя, потому что он вас любит, потому что вы его самая яркая звезда, да, звезда на его небосклоне жизни. Зрелая любовь, настоящая любовь, взрослая любовь, там вот как можно разные эпитеты приводить, но вы как будто бы источник его счастья, да, его счастья, которого он был лишен многие года, да, лета. Ну, а ну-ка, поживи, да, и деньги уже ничего не захочешь. Если счастья нет, если любви нет, то и деньги не нужны. Вот, и мужчина будет действовать. Покоя ему не дает то, что вы, ну, то ли еще пока не вместе, то ли вы в нем сомневаетесь, да, и вы такая, ну, типа, я девушка молодая, красивая, я Стелла, я звезда, я себе найду кого-то другого. И он такой, блин, а вдруг правда найдет? А вдруг действительно найдется какой-нибудь там помоложе, покрасивше, побогаче. Вот его это очень беспокоит. Он понимает, что время идет, что нужно действовать, что нужно вас как можно скорее, да, там в охапку в ЗАГС. Но для этого нужно развестись, для этого нужно, опять же, заручиться вашим согласием. То есть тут сплошное беспокойство, сплошные заботы. Но зато благодаря вам он хоть жить начал, да, а то раньше он как биоробот был. Дом, работа, дом, дом, работа, дом. Все, биоробот. А теперь ему хочется жить, ему хочется путешествовать, ему хочется там развлечений, красивых каких-то видов.
хорошо проводить время, да, слышать ваш смех, видеть ваши сияющие глаза, да, вот этого всего хочется. Он будет действовать обязательно. Но вот этот гриб, прежде чем пойдут действия, будет вам этот гриб предоставлен. Он же зонт. Защита и убежище, хочется сказать. Защита и, ну, либо большие деньги он вам даст, либо квартиру купит, да, либо будет предлагать, что вот я тебе подарю, да, давай на твое имя там запишем. Ну, от таких подарков отказываться не надо. Вот, ну, это же предлагают, вы же не сами выпрашиваете, да, вы же не шантажируете его. Если хочет сделать такой подарок, пусть делает. От него не убудет, а вам пригодится. Вот. А по поводу его семьи не беспокойтесь. Там как бы вы ничего не разрушаете. Там любви нет. Там только выгода. Да? Там деньги, да? Деньги все решают. Конечно, они будут против. Да? Жена будет против, дети будут против. Ну, потому что как это? Кошелечек убегает, да? Кормушка уходит. Из-за этого будут против. А так вообще не против. Если там по чувствам разобрать. Да, не свободный мужчина, давно уже влюблен в вас, вы любовь всей его жизни, и ему не дает покоя, что он боится вас потерять. Вот так вот. Потому что вы слишком красивая, молодая, и у вас такой вот характер, да, вы можете взбрыкнуть, ну, либо послать, за вами не станет, да, в карман за словом не полезете. И еще из-за вас покой потеряла женщина. Но эта женщина, она страшная завистница. И эта женщина, она одержимая то ли карьерой, то ли популярностью, то ли славой. Вот ей очень хочется, чтобы прямо она засияла. Да? Смотрите, вы звезда, вы сияете. А эта женщина, она как бы, ну, просто человек, да, но ей очень хочется стать звездой. Она очень многое у вас берет, она под вас, можно сказать, равняется, да, делает такую же прическу, делает такой же маникюр, старается выработать такой же тембр голоса, старается цитировать вас, да, ну, своего ума нет, ну, будем цитировать умных людей. Вот, так что вы еще и цитируемая личность, да. Вас подслушивают потом вашим голосом, ваши же предложения, да, произносят, выдают как свое за ваше, либо ваше за свое, не знаю, как правильно сказать. Амбициозная, да, эта женщина очень амбициозная, но очень такая, знаете, ну, неадекватная мне идет, глупая, неадекватная, взбалмошная и слишком сильно горит. Она не может обуздать и контролировать свои эмоции. Очень много ошибок в жизни делает, просто нереально много. И мне еще идет, что у нее какая-то травмированная душа, то есть какие-то травмы были. Может быть, она очень болезненно переносит неудачи. Может быть, там еще что-то, да, какие-то травмы у нее душевные. Ой, как бы она там за вами не пыталась угнаться, она ведь не просто пытается угнаться, она хочет вас перегнать, она хочет потушить вашу звезду, чтобы ее разгорелась. Но я так скажу, она сгорит в этой гонке, просто сгорит. Слишком много эмоциональных перепадов, слишком много оборотов, как накрутки у нее идет. И также я вижу вот эти ошибки, которые вот буквально каждая ошибка одна за одной ложатся вот кирпичиками, ну, к сырой земле, понимаете, ее ведут, да, грубо ее ведут. Эта женщина настолько одержима уже вами, тем, чтобы стать вами, что она не замечает, что происходит в ее жизни, буквально вот рядом, да, с ней, за ее спиной происходит. А там уже фатал. Фатал в чистом виде. И я так понимаю, что недолго ей осталось. У нее почему-то вот показано, сердце разобьется. Может, сердечный приступ случится, да, может быть, там еще что-то случится. Но ей осталось недолго. Покой она потеряла из-за вас, потому что завидует и потому что хочет быть как вы, хочет занять ваше место. Хочет быть вашим заменителем, да, дубликатом, копией, да, копией хочет быть. Ну, своего ничего Боженька не дал, да, так мы на чужом будем выезжать. Ну, так оно в жизни не работает. Мне идет, что у нее сердце разобьется. Наверное, с болезнью сердца связано, либо с каким-то приступом, либо с какой-то бедой, да, которая разобьет ей сердце.
Очень много она негатива посылает в вашу сторону, ну, завистливого негатива, да. Очень много каких-то проклятий на вашу голову шлет. Ну, как бы оно не работает. Ну, как оно будет работать? Вы ничем не должны, вы ничего плохого не сделали. Да наоборот, она вор, она у вас ворует. Ну, просто какая-то ненормальная, да, ненормальная женщина, у которой, ну, очень плохая судьба. Вот так мне именно идет. Еще из-за вас покой потерял какой-то ваш бывший мужчина, о котором вы вообще не хотите не думать, не вспоминать. С этим мужчиной вы очень плохо расстались. Прям невероятно плохо. Почему он потерял покой? Ну, во-первых, он был просто уверен, что он золото, а вы какашка, да? Что он будет блистать, сиять, что у него там звездная карьера сложится, что у него там самые красивые, богатые женщины будут, да, из рук есть. Что вот он прям мужчина на миллион, да, мечта, гроза всех женщин. Вот. А вы ему ведь правду говорили, вы ему там то ли на прощание, то ли в принципе вы ему сказали, да, что никто и звать тебя никак, и закончишь под забором, да. Ну вот где-то под забором он приблизительно сейчас и оказался. То есть он ничего не добился, ничего не смог, все, что было, спустил, потерял, профукал. И он в таком забвении сейчас находится. Прям кошки на душе шкребут. Может, еще, кстати, пьет очень сильно, безбожно пьет. Ну, типа заливает алкоголем свои травмы, раны, неприятности. Не дает ему покоя, что вы так высоко взлетели, да, что вы без него справились, что вы очень многого добились, что вы умная, красивая. Все на вас внимание обращают, все хотят с вами общаться, вы в центре событий. А вот он под забором, как выбросили его за борт жизни, да, никому не нужный. Он ведь ждал, он ведь на самом деле ждал и верил, что вы придете, будете его там умолять, упрашивать, там в ногах у него валяться, что он там еще будет там как-то издеваться над вами, что он там сможет вам как, ну, не отомстить, а скорее как вас наказать за непослушание, за то, что вы там слишком спесивая, да, какие-то такие вещи были, фантазии, да, влажные фантазии в его голове. А все вышло ровно наоборот. Вы на высоте, вот звезда, а он вон не пойми кто, да, под забором валяется. У него уже нет шанса подняться, да и сил у него тоже на это нет. Мужчина, который разрушил себя сам. Разрушил, потому что вот такой был гордец, потому что такой был самоуверенный. У кого-то еще отыграются, что потому что мама у него такая щепетильная была, да, сыночку, корзиночку для себя берегла. Все женщины плохие, а он у нее идеальный, да, там разбаловала. И, например, мамы там не стало, либо, ну, все в жизни бывает, да, мамы нет рядом. И оказалось, что он ни на что не способен, никому не нужен, и все. Жизнь zero. Да, не дает ему покоя ваш образ. Он вас где-то наблюдает, либо он от кого-то про вас знает. То есть ему кто-то про вас может рассказывать, либо наблюдает, например, в соцсетях. Он такой, блин, да как так, да? Да как она смогла? Серая мышь, как она смогла? Ну, теперь всем стало понятно, кто серая мышь, либо кто серая крыса, кто на что способен. Вот. А вы за этого мужчину, вы к нему так, знаете, относитесь, что вот Боженька спас, да? Боженька вовремя глаза вам на него открыл, и кого-кого, а его вы вспоминать не хотите. Разное было в вашей жизни, но вы кого-то простили, кого-то забыли, а этого вообще категорически вспоминать не хотите. Ну, вот видите, ему вернулось, все вернулось, бумеранг вернулся ему. Вот. А не дает покоя то, что вы успешная, а он уже все, никому не нужен. Вот это не дает покоя. И он не понимает, как же так это произошло. Ведь я такой, я сякой. Ну, вот что произошло, то и произошло. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.